Как правильно здороваться по-татарски? Если вы подумали про «исәнмесез», то будете правы, но это еще не все. В татарском обществе рукопожатие принято не только среди мужчин, но и среди женщин. Татарка может спокойно пожать руку собеседнику. И феминизм тут ни при чем. Это базовая норма татарского этикета. Но с одной оговоркой. Это непривычное нам рукопожатие. Здороваться нужно обеими руками. Человек, который протягивает обе руки собеседнику в знак почтения, обязательно чуть склоняет голову вперед. Такое вот очень церемониальное рукопожатие, тесно связанное с мусульманской культурой. На религиозных собраниях, в домашних условиях, когда собирается много гостей, каждый пришедший здоровается именно таким образом. Неважно, мужчина или женщина, он должен оказать почтение всем. В начале XX века татарская культура пережила сильную модернизацию. Получили распространение немного другие манеры. Почти каждое новое явление вступало в противоречие с мусульманским восприятием мира. Это касалось внешнего облика и других повседневных привычек татар. Например, писатель той эпохи Фатых Амирхан мастерски подметил эти противоречия. Они поздоровались с Хусаином, протянув ему только одну руку, и, убедившись, что в номере никого нет посторонних, сняли головные уборы. Так он описывал собрание татарских интеллигентов начала XX века. В советские годы эта норма татарского этикета была почти вытеснена из обихода. Она осталась в татарских деревнях, вспоминали об этой традиции во время чтения Корана. Но аяты, аш и Коранку тоже лишь каким-то чудом уцелели и выдержали вызовы атеистической эпохи. Лучше всего эту норму татарского этикета иллюстрирует произведение поэта Ильдуса Гилязова. Стихотворение так и называется «Здороваюсь обеими руками». Күрешәм ике куллап. Кинә саклый торган халыклар бар, тарих белә андый хәлләрне. Уң кулын ул суза күрешергә, сул кулында тота хәнҗәрен. Бабаларым күрше күлән белән соңгы кабымлыгын бүлешкән. Шикләнергә урын калдырмаган, ике кулы белән күрешкән. Бар дөньяга үрнәк ул гадәтне, һич вакытта ташлау килешмәс. Эчкерсезлек нуры сибеп яшәр, сыңар куллап татар күрешмәс, күрешмәс. Обычаи предков Ильдус Гилязов объясняет открытостью и искренностью нашего народа. Татары как будто показывали собеседнику свои свободные руки, мол, смотрите, тут нет оружия, нам можно доверять. Поэт также пишет о доброте и отзывчивости татар. Они всегда делились со своими соседями даже последним куском хлеба. И призывает сохранить татарское рукопожатие. Мы не должны забывать прекрасные обычаи нашего народа. Это рукопожатие является знаком уважения к старшим и, конечно, знаком уважения к собеседнику, независимо от его религии и национальности. Sen